слово по-русски скажу. Я сам с Капитоновки, с пригорода. Ну, человитель ведь, в основном я по-русски разговариваю. Одноклассники русские все, школа русская, ой, детсад, школа русская, все. Так, Дённорым бары сахалар. Ага. Сейчас в город переехал в 18 году. И вот на топливо я случайно попал. Это судьба, наверное. У меня есть грузовик ГАЗ-53. Он у меня уже с 15 года, я им пользуюсь. В прошлом году я поменял двигатель. Ага, и все не мог никак настроить его. Там карбюратор, зажигание. Он работал, но что-то мне все равно не нравилось в нем. Чего не работает? И мне уже как-то все исчерпал свое, да. И вот по WhatsApp встретил, увидел вот эту ссылку про топливо, битопливо. Номер телефона было Ларисы. Я позвонил. Рядом, оказывается, живет на ДСК автомобилистов. Поехал, сразу в бак закинул. Встретили меня бабушка, дедушка. Ага, закинули. Ну, начал пользоваться с лета, получается. И удивился, машина стала работать качественно, ну, четко стала, заводиться стал хорошо. Ровно стал работать, мягко стал работать. Тяга появилась, вот это меня что удивляет. Я вот все лето тоже вот на свалку постоянно езжу, груженный, поднимаюсь на Вилюйский тракт, там же подъем. Вот я на третьей скорости, бывало вторую включал иногда. А сейчас с этим тапсом она на третьей спокойно заходит, груженная машина. Это значит, она действует, работает. И вот до конца осени вот я считаю сколько, я 500 литров сжег за все лето. И он до конца осени как будто все лучше и лучше, лучше и лучше. Ага, ну я так его заморозил, зимой я не езжу. Сейчас мне, ну, легковая машина есть, Toyota Wish, тоже у меня бензин, газ, но я в бензин кидаю только. Потому что когда машина на газу, все равно заводится на бензине. Прогрев, все на бензине. Ну, можно на бензине иногда езжу, переключаю. Ну, тоже, видишь, мягко стало работать, тяга появилась, ага, ровно стало работать. Двигатель даже тише стал работать. Ага. И недавно тоже вот прокладку менял. Снял крышку и удивился. Двигатель чистый, стенки чистые, никакого нагара. Вот. Я фотографии отправлял тоже вот людям, да. Они тоже удивились, как так, ну, вот так вот говорю. Чистый двигатель, он еще, получается, разрушает вот это вот весь налет, очищает двигатель изнутри. А вот это при работе с таким топливом двигателя, получается, он его еще очищает. Почему мягко работает? Потому что, видимо, со всех вращающихся деталях, там же очень много деталей в двигателе, все вычищает, смазка идет стопроцентная, как тяга появилась. Почему? Потому что, ну как заводом-изготовителем заложена тяга двигателя, она вот с этим топливом, то есть ощущается вся тяга двигателя, получается. А то, что мы сейчас пользуемся, мне кажется, на 80% только мы используем, остальное в 20% в трубу улетает, а может и больше даже. Экономия на 80% только мы используем, остальное в 20% в трубу улетает, а может и больше даже. Экономия идет. Экономию я особо не замерял, да, ну, потому что на грузовике спидометр не работает у меня. Ну, мне главное, что двигателю нравится питаться этим топливом, измененным. Ага. Раз он мягко работает, значит, по-любому экономия есть. Я что-то на это не заморачивался. Главное, двигатель работает как положено. И мне этого хватает, она и радует. Как бы. Для механика что самое главное? Чтобы двигатель работал исправно, в штатном режиме. Вот если это все выдает на этом топливе, то как бы вот так вот. Ага, ну, что еще скажу? Да, это получается, эта таблетка изменяет катализатор в любом топливе. А катализатор у нас это химическое вещество в топливе, которое отвечает за сгорание топлива внутри двигателя. И то есть вот этот катализатор состоит из молекул. Добавляя биэко, вот эти вот молекулы, он дробит еще на мелкие молекулы. И за счет этого улучшается, то есть сгорание, ускоряется химическая реакция. В данное время у нас речь идет о сгорании топлива внутри двигателя. Да, он, получается, улучшает качество топлива. Топливо для чего наливаем? Чтобы сгорало двигатель.
чтобы колесо крутило. И все. Так, речь. Угу. Ну, мне понравилось. Я пользуюсь до сих пор. На Више людям советую, рекомендую. Знакомым тоже, да, вот, дизельный, сейчас знакомому дал, у него дизельная машина, ну, пока молчит. Но он, как-то он мне позвонил и написал мне, что что-то, я, говорит, я понять не могу. Или на улице потеплело, машина, говорит, стала лучше тянуть. Я такой, я говорю, это у меня тоже такое же, говорю, было в начале непонятки. То ли машина стала нормально, а это, оказывается, таблетка-то работает, биеко-то работает, поэтому, мы как бы не верим вначале этому. Неужели, как чудо какое-то. Бензин докинул, а машина лучше стала ехать. Ага. Ну вот сейчас клеточное питание тоже заказал. Думаю, попробую клеточное питание. Я думаю, мне понравится. Так, ну что я скажу, спасибо за внимание. Мы находимся в историческом моменте. Надо нам больше вот эту вот продукцию продвигать людям, чтобы больше людей знало